Ты думаешь, что мне не по годам? Я очень редко раскрываю душу. Я расскажу тебе про Магадан. Слушай, как я видел Ногайскую бухту до тракты. Улетел я туда не с бухты, барахты. Однажды я уехал в Магадан. Я от себя бежал, как от чехотки. Я сразу там напился в Драбадан водки. Но я видел Ногайскую бухту до трахты. Улетел я туда не с бухты, барахты. За мной летели слухи по следам. Опережая самолеты в югу, я все-таки уехал в Магадан к другу. И я видел Ногайскую бухту до трахты. Улетел я туда не с бухты, барахты. Я повода врагам своим не дал, не взрезал вены, не порвал аорту. Я взял, да как уехал в Магадан к черту. Я увидел Ногайскую бухту до тракты. Улетел я туда не с бухты, барахты. Я, правда, здесь оставил много дам. Писали мне все ваши дамы биты. Ну что ж, а я уехал в Магадан квиты. И я видел Ногайскую бухту до тракты. Улетел я туда не с бухты, барахты. Когда подходит дело к холодам, где-то далеко, да и накладно, могу ехать к другу в Магадан. Ладно? Ты не видел Ногайской бухты, дурак ты. Улетел я туда не с бухты, барахты. Поделюсь собственными впечатлениями о первой сотне километров на трассе Лена. Первые 40 километров от Невера до Соловьевска – это просто сказка. Даже не верится, что в таких отдаленных краях наконец-то построили приличную дорогу. Здесь все как надо. Дорожная разметка, информация, дорожные знаки. Просто самые лучшие впечатления. Но перед Соловьевском первый звоночек. Объезд через город. После Соловьевска начинается уже что-то другое. Здесь начинается довольно продолжительный участок дорожного строительства, километров 20. Когда едешь по нормальной дороге 20 километров, проехал и не заметил, а здесь этот участок кажется бесконечностью и молишь Всевышнего, чтобы скорее это закончилось. Проскочить быстро здесь не получится. Скорее всего, придется плестись в облаке пыли за каким-то большим транспортом. Но все плохое, как, впрочем, и все хорошее, когда-то заканчивается. Так что не надо терять бодрость духа. Я лично себя уговариваю, что может быть и хуже. Когда выезжаешь на участки с асфальтовым покрытием, нужно быть тоже внимательным, потому что время от времени попадаются так называемые амурские волны. То ли это от некачественного строительства, то ли это частично от вечной мерзлоты, которая уходит там, где и захочется, из-под ног. Но так или иначе надо смотреть в оба. Обычно перед этими углублениями в дороге, перед амурскими волнами, есть знак, предупреждающий о снижении скорости. Но помимо этого нужно еще смотреть на дорожное покрытие. Если дорога, конечно, не мокрая, а сухая, то на ней очень четко видны следы торможения. Это тоже хороший знак, что если скорость не скинешь, почувствуешь неслабый удар. Иногда можно даже и потерять управление. Так что смотреть надо в оба.
Что значит вредно пить? Чушь. В журнале «Здоровая жизнь» за 67-й год один доцент, фамилию забыл, так и пишет: напивайтесь, полезно. Ну, коньяк вообще полезная вещь. Что говорить? Он от простуды, от ревматизма сосуды расширяет, сужает любые. Коньяк всегда полезен, но дорогой. Потому и дорогой, что очень полезный. Ну, а у кого сердце больное, тому коньяка не надо. Водку с перцем. Но только надо все это помешать поровну. Туда чуть-чуть крепленого. 2 рюмки. Не больше. Лучше 3. Ну, можно и 4. Все это перемешать. Как дашь? Очнулся и не найдешь, где сердце. Вот пусть кто хочет, ищет, не найдет. Да это в журнале было, в «Науке и бытии» или еще в каком, ну не помню. Профессор один себя вылечил, детей подлечил. Все этим. Перец, водка, сухое, крепленое. Там и таблицы есть. Я не помню, в каком журнале. За прошлый год. Да подшивку можно взять. Только пишет: беременным женщинам нехорошо, нельзя. А без перца можно, состав тот же. В журнале «Вокруг мира» один профессор, значит, пишет: суставам смазку дает 150 зубровки, 200 мицного, 250 олиготе, 3 семерки, 300 санцидару и ацетон. Ну, только капельку, чуть-чуть, так, для запаху. Забываешь, где суставы. А вот желудочно-гастритикам надо осторожнее быть. Им, ну, нельзя этого, ничего, ни олиготе, ни марочных. Для них гибельно. А спасает спирт с хреном. Но потом 2 часа ничего не есть. Только пивом запивать и терпеть. Профессор один пишет: только этим себя и поднял. А вот академик один после инфаркта месяц лежал, пластом лежал. Начали спиртом отпаивать. Через день встал. Бегает он. Случай-то описан был, на Кавказе было, в горах он лежал. Ну как лежал, как безнадежный. После 3 стаканов сам с горы сбежал, внизу его родные все ждали, внуки там, ну жена, ну все. Шутка ли, покойником был? Ну хорошо, кто-то догадался самогона влить. Бегает академик-то. Сейчас он кандидатскую защищает. Это же знать все, надо знать, что против чего. Ну, к примеру, вот, брага, а она ведь хорошо почки прочищает. Сивуха дает печени прострел навсегда, насквозь. А на мозг, пожалуйста, хорошо действует древесный ват, но спиртовый. Правда, надо подогревать. Ведь когда все время о здоровье ты думаешь, ведь знаешь, что против чего. Девушка, и мне. Я вот тут на одном выступлении спел антиалкогольную песню. А потом мне показалось, зачем я ее спел. Вроде уже здесь покончено с зеленым змеем. Ну, тогда по старой памяти. Милицейский протокол. Считай по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-богу. Скажи, Серега, и если по водку гнать не из опилок, то чё б нам было с 3, 4, с 5 бутылок? Вторую пили близ прилавку в закуточки, но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки. Потом, не помню, дошел до точки. Ну еще бы, я пил из горлышку с устатку и не евший. Но я как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, ну тогда в нас было 700 нарыло. Мы, правда, 3-го насильно затащили. Ну, тут промашка, тут, конечно, мы чуть-чуть переборщили, что и говорить. А что очки товарищу разбили? Да кто портвейном усугубили? Ну, товарищ первый нам сказал, что вы уймитесь, что не буяньте, он говорит, и как это еще, говорит, вы разойдитесь, вот. На разойтись я, кстати, сразу же согласился,
и разошелся, то есть расходился. Но если я кого ругал, карайте строго. Но и это вряд ли, я не ругаюсь вообще. Скажи, Серега, а что упал? Да кто от помутнения орал не с горя, от отупения? Теперь дозвольте пару слов без протокола. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго, правильно? Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, протрезвеет и скажет: пусть жизнь осудит, да, Серег? Пусть жизнь накажет, да, Серег? А вы отпустите, товарищ старшина, вам же легче будет. Ну чего возиться, раз жизнь осудить? Вы не глядите, что Сережа все кивает. Он соображает, он все понимает. А что он молчит, так это он от волнения, от осознания, так сказать, и просветления. Эй, не запирайте, люди, плачут дома детки, ему же в Химки, а мне в Медведки. Да, все равно, автобусы не ходят, метро закрыто, в такси не судят. Приятно все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудит утром не петух про кукуреков, сержант подымет, то есть как человеков. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубь заначил, слышь, Серега, похмелимся. И все же, брат, трудна у нас дорога. Эх, бедолага, ну спи, Серега. Так, считай по-нашему... А, это нет, извините. Ой, это то же самое. Ой, где был я вчера? Не найду, хоть убей. Только помню, что стены с обоями. Помню, Клавка была и подруга при ей. И целовался на кухне с обоями. А на утро я встал, мне как давай сообщать, что хозяйку ругал, всех хотел застращать, что быть-то голым скакал и быть-то песни орал. А отец говорил: у меня генерал, а потом рвал рубаху и бил себе в грудь. Говорил, будто все меня продали, и гостям, говорят, не давал продыхнуть. Все донимал их своими аккордами, а потом кончил пить, потому что устал. Начал лопал крушить и благородный хрусталь, лил на стены вино, а кофейный сервиз, растворивший окно, взял да и выбросил вниз. И никто мне не мог даже слова сказать, но потом потихоньку оправились, навалились гурьбой, стали руки вязать, и в конце уже все позабавились, кто плевал мне в лицо, а кто водку лил в рот, а какой-то танцор бил ногами в живот, а молодая вдова, верность мужу храня, ведь живем одного, пожалела меня, и бледнел я на кухне разбитым лицом. Делал вид, что пошел на попятную, развяжите, кричал, да и дело с концом развязали, но вилки попрятали. Тут вообще началось, не опишешь в словах, и откуда взялось столько силы в руках. Я, как раненый зверь, напоследок чудил, выбил окна и двери, балкон уронил. Ой, где был я вчера, не найду днем с огнем. Только помню, что стены с обоями, и осталось лицо, и побои на нем. Ну, куда теперь выйти с побоями? Если правда оно, ну, хотя бы на треть, остается одно, только лечь помереть. Хорошо, что вдова все смогла пережить, пожалела меня и взяла к себе жить. Еще бы не бояться мне полета,
когда начальник мой еб Изотов, жалея вроде колить как игла. Эх, говорит бедняга, у них и то в Чикаго 3 дня назад авария была. Хотя бы сплюнул, все же люди братья, и мы вдвоем, и не под кумачом. Но знай, черт, и так для предприятия я хоть куда, хоть как и хоть на чем. Мне не страшно, я на веселе, чтоб по трапу пройти не моргну. Тренируюсь уже на земле, туго на туго пояс стянув. Но, слава богу, я не вылетаю, в аэропорте время коротаю. Еще с одним таким же побратим мы пьем 7-ю сзади за то, что все мы сядем и, может быть, туда, куда летим. Пусть в ресторане не дают на вынос, там радио молчит, там благодать. Вбежит швейцар и рявкнет: кто на Вильнюс? Спокойно продолжайте выпивать. Мне летать острый нож и петля, ни поесть, ни разбить, ни курнуть. И к тому же безопасности для должен я сам себя пристегнуть. У автомата в нем ума палата, стою я, улыбаюсь хлуповато. Он мне такое выдал автомат, невероятно, в-ейски, почти по-европейски. Свобода слова, если это мат. Мой умный друг к полудню стал ломаться, уже наряд милиции зовут. Он гнул винты Уилла 18 и требовал немедля парашют. И я приятеля стал вразумлять: Паша, Пашенька, Паша, пошут, если нам по чуть-чуть добавлять, так на кой тебе шут, парашют? Он объяснил, такие врать не станут. Летел он раз, ремнями не затянут. Вдруг взрыв, но он был к этому готов. И тут нашел лазейку, расправил телогрейку и приземлился в клумбу от цветов. Мы от его рассказа обалдели, а здесь все переносят и не зря. Все рейсы за последние недели уже на 33 декабря. Я напрасно верчусь на пупе, я напрасно волнуюсь вообще. Если в воздухе будет ЧП, приземлюсь на китайском плаще. Но смутно беспокойство ощущая, припоминаю, вышел без плаща я. Ну что ж ты натворила, Кать, а Кать? Вот только 2 соседки с едой всучили сетки, а сетки воздух будут пропускать. Прослушал объявление я, но я бы уже не встал, теперь не подымай. Вдруг слышу, пассажиры за ноябрь, ваш вылет переносится на май. Зря я дергаюсь, есть не беру, пассажиры покорней ягнят. Террористов на рейс не берут, и палатки в стране к весне устранят. Считайте меня полным идиотом, но я б и там летал аэрофлотом. У них худба и в небо, хошь не хошь, а здесь сиди и грейся, всегда задержка рейса. Хоть день, а все же лишний проживешь. Мы взяли пунш и кожу индюка, теперь снуем до ветру в темноту. Удобство во дворе, хотя декабрь и Новый год летит себе на ту. Друг мой честью клянется спьяна, что он всех, если надо, сместит. Как же до горя вся страна никогда никуда не летит. А в это время где-то в Красноярске
на кафеле рассевшись по-татарски, а промедленье вовсе не скорбя, проводит сутки третьи с шампанским в туалете, сам Новый год и пьет сам за себя, помешивая воблою в бокале, чтоб вышел газ, от газа он блюет, сидит себе на аэровокзале и ждет, когда наступит Новый год. Но в Хабаровский рейс отменен, там надежно застрял самолет. Потому-то и новых времен в нашем городе не настает. Я сейчас спою для вас песню. И вкусы, и запросы мои странные, я экзотичен, мягко говоря. Могу одновременно грызть стаканы и Шиллера читать без словаря. Во мне два полюса планеты, два разных человека, два врага. Когда один стремится на балеты, другой стремится прямо на бега. Когда один стремится на балеты, другой стремится прямо на бега. И я борюсь, давлю в себе мерзавца, участь беспокойная моя. Боюсь ошибки, может оказаться, что я давлю не то второе я. Когда в душе я раскрываю гранки на тех местах, где искренность сама, тогда мне в долг дают официантки, и женщины ласкают задарма. Но вот летят к чертям все идеалы, но вот я груб, я нетерпим и зол, но вот сижу и тупо ем бокалы, забрасывая Шиллера под стол. А суд идет, весь зал мне смотрит в спину, и прокурор, и гражданин-судья. Поверьте мне, не я разбил витрину, а подлое мое второе я. И я прошу вас, строго не судите, лишь дайте срок, но не давайте срок. Я буду посещать суды как зритель и в тюрьмы заходить на огонек. Я клянусь вам искренне, публично, старания свои утрою я и поборю раздвоенную личность. И не мое второе я. Я больше не намерен пить витрины и лица граждан, так и запиши. Я воссоединю две половины моей больной раздвоенной души. Искореню, похороню, зарою, очищусь, ничего не скрою я. Мне чуждо это мое второе. Нет, это не мое второе я. Мне чуждо это мое второе. Нет, это не мое второе я.
автобусная остановка, что ли? Или место отдыха? Вроде как автобус. Вот тебе и тында. Вот тебе и тында. Наконец-то я доехал, но самого города пока еще не видно. Может быть, по сибирским таежным меркам он еще где-то километров за несколько. Так, пока ничего не вижу.
Речка Сития. Опять реконструкцию. Вон она, Тинда, показалась. Вот она и Тинда. А такой думали, что я проеду мимо. Не в жесть. Тинда. Нужно ее сфотографировать немножечко. Так, ну что она здесь? Зарядилась? Молчит, значит зарядилась. Так, это сюда. Телефону сюда. Опа.
Тынде я в первую очередь занялся поиском столовки. Нашел на Махортова 12А с подсказкой от местных жителей. Можно у вас спросить? Мне сказали, что где-то столовка должна быть и где-то вот здесь. Спасибо. Угу. Спасибо.
после столовки по глупости решил искать место для ночлега. Это был мой 13-й день на дороге. И до этих мест я останавливался сплошь в хостелах, в гостиницах. Ни одной ночи не было на дороге. А в Тынде увидел с трассы гостиницу, сунулся туда. Все занято. Приехать в Тынду и не заехать на вокзал – это большой грех. И посмотреть место нужно, и нужду сгонять. Иначе на свежем воздухе от комаров просто нет спасения. Так вот, на вокзале спросил про место на ночевку. Цена просто ужаснула. Какими бы там ни были апартаменты, 5000. 5000 это мне на 2 полные заправки. Ну что ж, иногда в жизни случаются подсказки, что потом не думаешь, а зачем я здесь что-то хотел найти. От прежней ночевки Ерофей Павлович на трассе Амур. И я даже и 400 километров не проехал. Потом на завтра, на следующий день, остаток остается 1000 километров. Глупо, еще часа 4 дня надо кочегарить дальше. И к тому же я предпочитаю ездить ближе к ночи. И не так утомительно от солнца, и всякая нечисть не липнет на лобовое стекло, и транспорта на дороге меньше. Поэтому надо ехать дальше. Такая она Тында. Все еще строится. Река здесь тоже Тында. Для простоты. С этой дороги налево я повернул, другой отель проверял. Но там сказали, что просто нет мест. А здесь предложили мне вначале самый дорогой отдельный 4900. И потом еще по 2400 или еще что-то двухместный, то есть с подселением. Ну, не
знаю, чего эти частнички не берутся здесь за этот интересный бизнес. Здесь можно деньги хорошие зарабатывать на сдаче жилья на ночевку. Такая уж любовь у них, а он работает с утра. Всегда с утра работает, ее и знать никто не знал. А он считал пропащую, а он носился и страдал, и те ее навязчиво
отец полковником, а у нее пожарником. Он, в общем, ей не ровня был, но вел себя охальником. Роман случился просто так. Роман так странно начался. Он предложил ей четвертак. Анна, давай артачиться. А черный дым все шел и шел. А черный дым взвивался вверх, и так им было хорошо. Любить ее он клялся, века клены длинные росли, считались колокольнями. А люди шли, путями шли окольными. Какие странные дела у нас в России лепятся, как она ему дала. Расскажут, не поверится, а после дела темного, а после дела крупного искал места укромные, искал места уютные. Если б наша власть была для нас, для всех понятная, то счастье б она нашла. А нынче жизнь проклятая. Оп, что? Оп, что? Едешь ли в поезде, в автомобиле, или гуляешь, хлебнувший винца, при современном машинном обилии трудно по жизни пройти до конца. Вот вам авария в Замоскворечье, трое везли хоронить одного. Все и шофер получили увечья, только который в гробу ничего. Все и шофер получили увечья, только который в гробу ничего. Бабы по найму рыдали сквозь зубы, дьякон и тот верхней ноты не брал, громко фальшивили медные трубы, только который в гробу не соврал. Бывший начальник и тайный разбойник в лоб лобызал и брезгливо плевал. Все приложились, и только покойник так никого и не поцеловал. Все приложились, и только покойник так никого и не поцеловал. Но грянул гром, ничего не попишешь. Силам природы на речи плевать. Все разбежались под плиты и крыши, только покойник не стал убегать. Что ему дождь? От него не убудет. Вот у живущих закалка не та. Ну, а покойники, бывшие люди, смелые люди, и нам не чета. Как не спеши, тебя опережает клейкий ярлык, как отметка на лбу, а ничего тебе не угрожает, только когда ты в дубовом гробу. Можно в отдельной, а можно и в общей. Мертвых квартирный вопрос не берет. Ох, молодец, и этот самый усопший не испугается и не соврет. В
царстве теней, в этом обществе строгом масса опасностей, бездна тревог, как и у нас. Все мы ходим под Богом, только которым в гробу ничего. Ловко, надежно работают бойни, все, кому надо, всегда в тренаже. Значит, в потенции каждый покойник, за исключением тех, кто уже. Слышу кругом, он покойников славит. Нет, я в обиде на нашу судьбу. Всех нас когда-нибудь кто-то задавит, за исключением тех, кто в гробу. Всех нас когда-нибудь кто-то задавит, за исключением тех, кто в гробу. Песня конченого человека. Истома ящерицы ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах, и не прихватывает горло от любви, и нервы больше не в натяжку, хочешь рви. Провисли нервы, как веревки от белья, и не волнует, кто кого, он или я. Но я на коне, толкани я с коня, только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой, и ни событий, ни людей не тороплю. Мой лук валяется со сгнившей тетивой, все стрелы сломаны, я ими печь топлю. Не наступаю и не рвусь, а как-то так, и вдохновляет даже самый факт атак. Сорвиголов не принимаю и корю, и тех, кто в омут с головой не говорю. Я на коне, толкани я с коня, только не у меня. И не хочу ни выяснять, ни изменять, и не вязать, и не развязывать узлы. Углы тупые можно и не огибать, ведь после острых это не углы. Любая нежность душу не разбереди и не внушит никто, и не разубедит.
А так как чужды всякой всячины мозги, то ни предчувствия не жмут, ни сапоги. Я на коне, толканья с коня, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят. На них наложены стерильные бинты. И не зудят, не теребят, и не свербят ни мысли, ни вопросы, ни мечты. Уже на свет не реагируют глаза. Рефлексов нет, нет слов ни против и ни за. Я весь прозрачный, как раскрытое окно, и неприметный, как льняное полотно. А на коне толканья с коня, только не у меня. И философский камень больше не ищу. Ни корень жизни, ведь уже нашли женьшень. Не посягаю, не стремлюсь, не трепещу и не пытаюсь поразить мишень. И, повинуясь притяжению земли, лежу так больше расстояние до петли. И сердце дергается, словно не во мне. Пора туда, где только нить и только нет. Я на коне, толканья с коня, только не у меня. Проложите хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, гитару приносите, потянув на ней колки. Но не забудьте, задубите ваши острые клыки. Запасев ли, запокос ли, надо взяться поспешать. А прохлопав сами после, локти будете кусать, сами будете не рады. Утром вставшего террас, все мосты через преграды переброшены без нас, так проложите хоть тоннель по дну реки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки. Песня автомобилиста. Ее надо слушать после «Жигулей». Отбрось прочь свой деревянный посох, упав на снег и полежав ничком, я встал и сел в погибель на колесах, презрев передвижение пешком. Я не предполагал играть судьбою, не собирался спирт в огонь подлить.
Я просто этой быстрою ездою намеревался жизнь себе продлить. Подошвами своих спортивных чешек топтал я прежде тропы и полы, и был неуязвим я для насмешек, и был недосягаем для хулы. Но я в другие перешел разряды, меня не примут в общую кадриль. Я еду, я ловлю косые взгляды и на меня, и на автомобиль. Прервав общение и рукопожатие, отворотилась прочь моя среда. Но кончилось глухое неприятие, и началась открытая вражда. Я в мир вкатился, чуждый нам по духу, все правила движения поправ. Орудовцы мне робко жали руку, вручая 2 квитанции на штраф. Я во вражду включился постепенно, я утром зрел плоды ночных атак. Морским узлом завязана антенна, то был намек, с тобою будет так. Прокравшись огородами, полями, вонзали шило в шины, как кинжал. Я ж отбивался целый день рублями и не сдавался, и в боях мужал. Безлунными ночами я нередко противников в засаде поджидал, но у него поставлена разведка, и он в засаду мне не попадал. И вот как языка бесшумно сняли передний мост и унесли во тьму. Передний мост, казалось бы, детали, но без него и задний ни к чему. Я доставал мосты и рули, и колеса, не за глаза красивые, за мзду. Но понял я, не одолеть колосса. Назад, пока машина на ходу. Назад к моим нетленным пешеходам. Пусти назад, о, отворись, сезам. Назад в метро, к подземным переходам. Назад руль влево и по тормозам. Восстану я из праха вновь обыден и улыбнусь, выплевывая пыль. Теперь народом я не ненавидим за то, что у меня автомобиль. Пыль как столбом. Я милого узнаю по походке, он носит брюки галифе, он шляпу носит на панамнаму, ботиночки он носит на рыбах. Он шляпу носит на панамнаму, ботиночки он носит на рыбах. Зачем я вас, родненький, узнала? Зачем я полюбила вас? А раньше я этого не знала. Теперь я страдаю каждый час. А раньше я этого не знала. Теперь я страдаю каждый час. Уехал, милый, не вернется. Уехал он вечно и навсегда. Париж, Париж, он больше не вернется. Оставил он карточку свою. Париж, он больше не вернется. Оставил он карточку свою. Прошла пора вступлений и прелюдий. Все хорошо, не вру, без дураков. Меня к себе зовут большие люди, чтоб я им пел охоту на волков. Быть может, запись слышал и закон, а может быть, с детьми ухи не сваришь. Как знать, но приобрел магнитофон какой-нибудь ответственный товарищ, и, предаваясь будничной беседе, группу
семьи, где швед свет совершенно тусклый. Тихонько, чтоб не слышали соседи, он взял, да и нажал на кнопку плюс. И все прослушав до последней ноты, и разозлясь, что слов последних нет, он поднял трубку. Автора охоты, ко мне пришлите завтра в кабинет. Я не хлебну для храбрости венца, и, подавляя частую икоту, с порога от начала до конца я прохрипел ту самую охоту. Его просили дети, безусловно, чтобы была улыбка на лице, но он меня прослушал благосклонно и даже аплодировал в конце. Я в стакан бутылкою звеня, которую извлек из книжной полки, он выпалил: да это ж про меня, про нас, про всех, какие к черту волки. Уверен я, теперь ну что-то будет. Уже 3 года в день по 5 звонков. Меня к себе зовут большие люди, чтоб я им пел охоту на волков. Мишка Шифман башковей, у его предвидения. Ну что мы видим, говорит, кроме телевидения, смотришь конкурс «Сопни» и глотаешь пыль, а кого не попадя пускаете в Израиль. Мишка также сообщил по дороге в Мневники, говорит, Голдмейер я словил в радиоприемнике и такое рассказал, ну до того красиво, что я чуть был не попал в лапы Тель-Авива. Я сперва был не пьян, возразил 2 раза я, говорю, Маша Даяна, сука одноглазая, агрессивный бестия, чистый фараон. Ну а где агрессия, там мне не резон. Мишка мой, Мишка тут же впал в экстаз после литры выпитой и говорит: они же нас выгнали с Египта, оскорбления простить не могу такого. Я, говорит, позор желаю смыть с Рождества Христова. Мишка взял меня за грудь, говорит, мне нужна компания, ведь мы с тобой не как-нибудь там это здравствуй, до свидания, мы побредем, паломники, чувства придавив. Хрен нам мнемники, едем в Тель-Авив. И я сказал, я вот она весь, ты же меня спас в порту. Но, говорю, загвоздка есть, русский я по паспорту, только русские в родне, прадед мой Самарин. Так же, если кто и влез ко мне, так и тот татарин. Мишку Шифмана не трожь, с Мишкой прочь сомнения, у его еврея сплошь. В каждом поколении он дед параличом разбит, это бывший врач-вредитель, а у меня антисемит на антисемите. Мишка мой кричит: чертям, виза или ванная, едем, Коля, море там, Израиль ванная. Видя Мишкину тоску, а он в тоске опасный, я еще хлебнул кваску и сказал согласно, и что, да, Мишка врач, он вдруг затих, в Израиле бездны их, там это гинекологов от них, как собак нерезанных, и нет зубным врачам пути, но уже слишком много просится, а где на всех зубов найти? Значит, безработица, и на счету все бабы там, и с ними дело швах, потому арабы там прямо в 2 шагах. Хвост огромный в кабинет, из людей, пожалуй, 100. Мишки там сказали нет, но мне, пожалуйста. Он кричал: ошибка тут, это, говорит, я еврей. А ему говорят: не ошибка тут, выйди он из двери. Мишку мучить вопрос, кто здесь враг таинственный? Ответ безумно прост, и ответ единственный: я в порядке, тьфу-тьфу-тьфу. Мишка бьет проклятую, говорит, что за графу не пустили 5-ю.